Это 41 год. Мальсагов Ахмед Татарханович и Мальсагов Магомед Татарханович, а это их боевой товарищ. Эти снимки сделаны еще в 40-х. Каждую фотографию племянник Ахмеда Мальсагова бережно хранит. Для семьи это ценная реликвия. Но память о бесстрашном герое Великой Отечественной ими не ограничилась. Свое имя он навечно вписал в историю России. Он окончил с отличием Сталининградскую авиационную школу летчиков в 1937 году. К началу войны был командующим 5-го ближнебомбардировочного полка ВВС Одесского военного округа. Фашисты никогда не знали, чего ожидать от самолета Ахмеда Мальсагова. За время службы майор успел совершить огромное количество боевых вылетов и нанести серьезный ущерб врагу. Корреспондент, который присутствовал на аэродроме во время его боевого задания, пишет в газете «Красная звезда» 16 сентября 1941 года, описывает: Ахмед Мальсагов Татарханович вылетел бомбить фашистов на переправе Днепра. По возвращении было донесение с той стороны, донесли, что во время бомбежки Ахмеда было уничтожено 27 автомобилей, 10 танков, 105 фашистов, 5 зенитных орудий. В семье Мальсаговых всего было 3 сыновей – Султан, Ахмед, Магомед и одна сестра. Брат Магомед тоже отдал свою жизнь, сражаясь за родину. Он был капитаном танковых войск, погиб в первые же дни войны в окружении врагов в Смоленске. Односельчане, бывшие старики, сейчас их много нет. Когда по селу они шли, говорят, все село и весь город, говорят, только за ними смотрели. До того стройные, красивые. Потом бабушка очень много рассказывала. 7 января 1942 года Ахмед Мальсагов был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Свой последний боевой вылет на бомбардировочном самолете П-2 майор совершил 22 января 1942 года. После командир звена 5-го бомбардировочного авиационного полка больше не вернулся. Был подбит в Ворошиловградской области, ныне Луганск, в селе Варваровка, когда самолет его падал на хутор, он отвел этот самолет от хутора и упал на опушке леса. И там в лесу находился 2 мальчика и старик. Они подбежали к самолету горящему, увидели, что он шевелится, вытянули его оттуда. И в это время появились, говорит, это при жизни описывает этот разговор, вот эти 2 пацана, дедушка и старик их повзрослели уже во время, мирное время, описывает. Рассказывают моему отцу и моей матери, что когда уже они, подбитые в самолет, вышли партизаны, сказали похоронить их, и они выкопали яму и захоронили там же, где упал самолет. Во время хоронения из кармана выпала гильза. Из этой гильзы оказалась бумажка. Когда прочитали, всего-навсего было там написано: Мальсагов Ахмед Татарханович, село Альтиев. Ахмед Мальсагов похоронен в братской могиле в селе Варваровка Луганской области. Из личных вещей майора ничего не сохранилось, но рассказы о храбрости патриота-летчика передаются из поколения в поколение. Он был смелым и отважным, статным и видным. Вот так его до сих пор вспоминают родственники. Храбрые были. У старшего, у него было прозвище, Эржмейр его называли, черный смельчак, его так и в армии называли. Хотелось бы, конечно, чтобы о них осталась не только память вот такая печальная, но хотелось бы, чтобы остались потомки после них, дети, внуки. Ну, погибли очень рано, молодыми совсем.
Эрджа Мейр не успел создать семью, но попытки были. До начала войны в июне 1941 года он приехал в отпуск на родину. Тогда ему поехали сосватать невесту в Джейрах, но станцевать на его свадьбе родственникам так и не посчастливилось. Ахмед со своим братом Магомедом были вынуждены срочно явиться на службу. В тот же день военный комиссар вручил им повестку. Невеста ждала летчика даже после его смерти. Она вышла замуж. Через несколько лет, старики сказали, не надо ждать, он погиб. Но она все ждала, потом вышла замуж. Года 3-4 тому назад она умерла. Цундалгешна. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, в 1995 году указом президента Бориса Ельцина майору Ахмеду Мальсагову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В том же году именем летчика-бомбардировщика была названа средняя 14-я школа селения Альтиева. Личное дело Ахмеда Татархановича хранится в Музее краеведения в Назране. Здесь же, в зале Великой Отечественной войны, представлены его портрет и фотографии. О храбром подвиге ингуша, несомненно, должно знать подрастающее поколение. За свой непродолжительный военный путь он сделал очень многое. Особенно его характерно называли его сослуживцы, называя его орлом. В воздухе он выполнял сложнейшие трюки. В честь Ахмеда Мальсагова была переименована улица Партизанская в селении Альтиево, на которой он жил. Имя героя ей присвоили в 1995 году. Этому дому более 100 лет. Его построил отец Ахмеда Мальсагова в 1905 году. Здесь он родился и вырос. Эти стены хранят самые теплые воспоминания их семьи. Его племянник Назир до сих пор продолжает жить здесь и покидать не собирается, несмотря на то, что во дворе есть уже новый дом. Гордость за летчика-бомбардировщика переполняет каждого члена семьи Назира. Сейчас они готовятся к 74-й годовщине Великой Отечественной войны. Каждый год сноха и племянники героя несут плакаты Ахмеда Мальсагова и его брата Магомеда в строю шествия бессмертного полка и не пропускают ни один парад ко дню 9 мая. Так они чтят память своих героических предков. Старший сын и потом средний сын, когда мы в бессмертном полку участие принимаем, всегда Ахмеда портрет несут. И или я, или еще младший у нас ребенок есть, он в Горском кадетском корпусе учится. Они там принимают участие в параде. Мы всегда Мамайге портрет. Потому что они оба всегда были неразлучны, вместе учились, вместе военную школу заканчивали, всегда вместе были. Мы все должны помнить и не забывать о подвигах бессмертных героев. Отважные офицеры и солдаты сделали всевозможное, чтобы привести страну к победе. Однополчане майора Ахмеда Мальсагова всегда верили, что он вернется. Каждый раз его самолет приземлялся на аэродром, выполнив боевое задание. Летчик-бомбардировщик по прозвищу Горный Орел ушел, оставив неизгладимый след и обеспечив мирное небо. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Диана Дударова, Асхаб Билакиев, Новости 24.